Всем привет, меня зовут Маша Ковалева, я дизайнер и работаю в проекте Эльба. Раньше я долго работала фрилансером, потом 3 года работала в медиасайте, и вот 2 года уже работаю в Эльбе. Раньше я думала, что самой такой унылой участью дизайнера может быть только то, чтобы попасть в какую-то непрофильную фирму, в веб-студию, в дизайн-студию и размножать ее фирменный стиль, делать буклеты, визитки, фирменные бланки, повторяя одно и то же, и тот же логотип не всегда самый хороший. Но вот я уже 2 года работаю в Эльбе, занимаюсь этим проектом, и это совершенно не скучно, и я сегодня хочу рассказать вам, почему это так, и как я и моя команда этого добились. Ну, вот по этим картинкам, наверное, сложно судить, в чем разница, и этот доклад как раз может быть посвящен этой теме. Как дизайнер видит свою роль в проекте, чем отличается работа дизайнера в команде и дизайнера не в команде, там, на аутсорсинге или фрилансе, или, в общем, когда дизайнер не в штате. И как проект видит для себя разницу в работе с дизайнером в команде или нет. Вообще, если я условно называю проектом и стартапы, и какие-то компании, ну, в общем, условно какая-то деятельность. В проекте важна в первую очередь не идея, а команда. Мы про это сегодня много на Дампе говорили. И в первую очередь должна быть хорошая команда. Вообще, в идеале, чтобы в этой команде, если это какое-то начало какой-то деятельности, если среди основателей есть дизайнер, то это просто вообще идеальные условия. Если этот дизайнер может все, и он не написал, это просто вообще сказка. Но такое бывает не всегда. И есть разные способы, как с этим можно работать. Бывает, дизайнер может расти вместе с командой, вместе с проектом, когда на начальной стадии задачи достаточно простые, чтобы справиться с ними, и в процессе работы над проектом дизайнер сам растет и развивается. Ну, когда с ростом компаний количество задач увеличивается поток задач, и сами задачи появляются новые. И в больших компаниях, допустим, в контуре, если появляется много задач, там, какую-нибудь видеосъемку, у нас просто нанимают операторов в штат, как бы это ни было. Но для меня, по крайней мере, это было достаточно странно сначала. То есть в контуре, может быть, у нас есть и универсальные дизайнеры, и есть какие-то узкоспециализированные. И бывают, есть клиенты, допустим, видеодизайнерами у нас стали люди, которые раньше были документаторами, писали help программ. Сейчас они у нас видеодизайнеры. Такие неожиданные трансформации. Ну и да, как я уже сказала, когда задач становится много, опять же появляются какие-то команды на аутсорсе. Итак, перейдем ближе к взгляду дизайнера на проект и на свою роль в проекте. Когда дизайнер в команде, есть плюсы, то, что человек ощущает большую ответственность за продукт, он часто относится, не знаю, с чем лучше сравнить, либо как к ребенку, либо к каким-то постоянным отношениям. Что это такое постоянный партнер, и ты ощущаешь определенную стабильность. А минус в том, что ты делаешь, работаешь с одним и тем же проектом, и у тебя часто одни и те же задачи, и некоторые монотонности. Ну, как я уже говорила в начале доклада, складывается ощущение, что, может быть, тебе станет скучно. Когда дизайнер работает как фрилансер, и не работает непосредственно с командой проекта, или работает, допустим, в студии, тоже там новые проекты. Во-первых, с одной стороны, кажется, что да, это все время какие-то новые задачи, но может меняется тематика, но, допустим, ты делаешь одни и те же корпоративные сайты, которые, может, не про машины, другие про двери, но по факту они похожи. И опять же, другой плюс, то, что ты делаешь, и можешь, если тебе уже это надоедает, ты там сделал и забыл, а тебе не висит какой-то постоянный груз ответственности за это. Минусы работы дизайнера не в команде. Опять же, это же не ответственность, что ты делаешь и часто думаешь, ну, я тут, конечно, могу сделать идеально, но они же все равно все испортят, там, верстальщик и все другие, ты не контролируешь как бы конечный результат. Очень часто такое бывает. И вообще сам процесс работы может быть достаточно рискованным, муторным, или, ну, по крайней мере, мне, когда я работала как фрилансер,
в таких ситуациях было достаточно сложно. Ну, я, наверное, тогда еще и была менее опытной и не хотела, наверное, развиваться в сторону какого-то менеджмента и таких личностных качеств работы с клиентом. С точки зрения проекта. Когда дизайнер работает в команде, он всегда сидит с тобой рядом, к нему можно там подойти, он тебе может что-то очень быстро сделать, какие-то мелкие задачи, и легче развиваться. Я имела в виду не какие-то глобальные планы, что проще делать, а именно в каких-то деталях развиваться, становиться лучше за счет мелочей. Минусы дизайнера в команде, то, что каким-то небольшим компаниям, молодым проектам, стартапам достаточно сложно найти дизайнера, который согласится прийти в такой проект и который будет настолько универсален, чтобы покрыть все нужды проекта. Ну и человеку, опять же, может стать скучно, он замыливается взгляд, ему становится неинтересно работать. Когда дизайнер на аутсорсе, он проект может обойтись гораздо дешевле. Если вам работа не устраивает, можете его сменить. И не критикуют, я хотела, дизайнеры вообще в большинстве случаев такие перфекционисты, если они видят что-то, что даже вроде бы не касается их деятельности, то они могут вам сказать, что у вас там некрасивая подпись в письме или что-то такое, а в работе команды очень много каких-то визуальных продуктов, которые дизайнеры с которыми не работает. Но часто дизайнеру может быть за это как-то стыдно, что вот его менеджер посылает такие письма, он может начать вмешиваться, а не все менеджеры это не будут. Ну и минусы дизайнера на аутсорсе — это какая-то сложная коммуникация, то, что он может куда-то, ему легче куда-то пропасть, уехать. И это такие случайные профессиональные связи, и они могут быть, как и все случайные связи, очень непорядочными. Про качество работы дизайнера в команде в аутсорсе я говорить, я сравнивать не рискну, потому что, в принципе, результат может быть хорошим и в том и в другом случае. И, допустим, если начинающая команда будет работать с очень опытным человеком, они могут на первом этапе получить какой-то уже большой материал, с которым можно будет как-то работать, а дизайнер в силу своего опыта предусмотрит какие-то подводные камни, о которых вы еще даже не подумали. И с минусами аутсорса у меня получился ответ для себя, что из минусов работы, чтобы с ними справиться, надо пойти в команду. Как работать с минусами работы в команде? Чтобы и у дизайнера был положительный опыт работы, и у проекта тоже. Во-первых, и дизайнер, и вся команда может расширять зону ответственности дизайнера и его задач. То есть, если вначале, когда я пришла в эту, моя основная задача была разработка нового графического интерфейса, то постепенно я начала заниматься многими вещами, рисовать картинки для новостей и делать стенды и все что угодно. Но это часто было просто моей инициативой. Если постепенно стартап вырастает, куда-то развивается, и штат дизайнера не хватает одного-двух, то постепенно ваш первый дизайнер может стать директором, это тоже разовьет его, у него появятся новые обязанности, он станет руководителем. Но это происходит не всегда, и это не обязательно так должно кончаться. Допустим, уже с КПКом директора нет, у нас есть дизайнеры, которые состоят в одном отделе, и мы, собственно, каждый отвечаем за себя сами. У нас нет какого-то единственного человека, который согласует. Продолжая тему, как дизайнер может образовать минусы и плюсы, дизайнер проект должен давать дизайнеру возможность развиваться. Те же конференции, доклады, обучения, и он, опять же, нас на британку отправляли. И вот на доклады мы ездим по собственной инициативе. Просто сама атмосфера способствует тому, что ты хочешь это делать, никто никого не вынуждает. Разнообразить рутину. Последнее, что я делала в Эппе, это прислала такую картинку очень трешовую. Не делала графический дизайн интерфейса. То есть
сказать, что если вам скучно делать только фирменный стиль, вы можете найти применение каким-то своим другим качествам, там, заняться видеороликами, картинками и всем, чему вам тоже хочется. Я думаю, что можно проекту найти в этом пользу. И когда дизайнер что-то делает, а как бы до реализации его затеи не доходит, тоже очень видно и демотивирует. И если там, в случае IT-стартапов и всего прочего, конечно, хорошо, когда у дизайнера есть хороший листащик, который реализует все его безумные и командные идеи, и все это воплощается в жизнь. Это безумно радует, способствует развитию дизайнера и проекта. Это список того, что вот я, собственно, делаю в Вейбе. То есть, ну, это не догма, что все должны все делать. Но так вот получается, что да, печеньки, это мы с Эльдиком, у нас есть облачко такая, мы в день рождения проекта и печеньки. Делали для него формочки из железа. То есть спектр работы дизайнера на самом деле не ограничен, и человек может делать все. Как вот Алексей говорил в таком своем докладе, что специализация есть только у насекомых. На самом деле я, наверное, не очень соглашусь, но вообще дизайнеры, наверное, интересуются всем. И хороший дизайнер, он может называться проектировщиком интерфейсов, но на самом деле он делает может все. Ну, это вот мы футболку делали с Суперменом. И первый мой вывод такой, что чем интенсивнее развивается ваша компания и проект, тем ближе должен быть ваш дизайнер, ближе и больше, потому что чтобы у вас было с ним хорошее взаимопонимание и контакт. И я для себя, как бы, мое мнение такое, что дизайнер должен быть в команде и, естественно, с ней работать. И вообще, конечно, это очень личностный выбор, кому-то комфортнее работать на фрилансере, кому-то идти в проекты. И для самого проекта, я думаю, все-таки комфортнее иметь дизайнера в команде. Все, спасибо.